Итак, Рустам, новый выпуск «Хода истории» и, как всегда, новая тема. Сегодня мы с тобой обсудим для нас, на самом деле, достаточно интересную тему. Это вопрос реформенной Осетии, вопрос истории второй половины 19 столетия. Мы поговорим про, наверное, очень важные события, которые происходили в как раз-таки промежутке с 60-х по 80-е годы в Северной Осетии. То есть, как я и сказал, конечно, это был период именно реформаторской политики со стороны российской администрации в сторону Северной Осетии. И надо, наверное, правильно расставить акценты, какие именно реформы и как они повлияли на саму Осетию в тот промежуток времени. Как раз-таки в процессе установления и расширения российской администрации и ее полномочий. Перед этим просто попробуем описать картину Владикавказа или Осетии в предреформенный период. Тут надо учитывать несколько важных событий. Во-первых, события, которые происходили до рубежа половины. Мы говорим про события, скажем так, возвеличивания важности крепости Владикавказ, ее стратегической важности. Это все притянуло к ней определенную реальность, связанную с статусом этой крепости. Город она напоминала, наверное, только в 40-е, 50-е годы, сама крепость. И напоминала, поскольку она начала преображаться. Это было фортификационное сооружение, которое выполняло функции очень важного оборонительного форта. Но и заселялось это самое сооружение в основном военным населением. А гражданское общество появляется, как я и сказал, ближе к 40-м, 50-м годам 19 столетия. Но ближе ко второй половине 19 века мы уже наблюдаем другую картину, что гражданское население как раз-таки преобладает. То есть на чуть больше 883 человек приходится около 700 военных. То есть в соотношении гражданских и военных на территории города Владикавказ. То есть Владикавказ уже преимущественно гражданский город? Да, он уже становится гражданским городом. Но это мало сказать, он еще более осетинский, значит. Заполняется этническим населением, да, в первую очередь. И даже вот есть такая оценка очевидцев, которые буквально подчеркивают, что за несколько лет этот город преобразился настолько, что его можно не узнать. То есть появляется улица центральная, которая уже благоустроена, появляется брусчатка. Мы говорим про современный проспект Мира, Петр Петрович Нестеров. Это комендант крепости, мы это, кстати, тоже обсуждали, который занимался первичным благоустройством города. И к 40-м, к 50-м годам можно смело сказать, что это уже дает свои плоды. И очевидцы уже могут его оценивать как красивый город с красивой наружностью домами. И это все происходит вот в этот промежуток до второй половины 19 столетия. В дореформенный период. Да, в дореформенный период. В дореформенный период, помимо роста численности Владикавказа и изменения вот этого статуса с крепости в город, еще и происходит возникновение новых населенных пунктов на равнине. Как всегда, в Осетии актуален земельный вопрос, но помимо земельного вопроса также актуален вопрос сословный. И вот этот вопрос становится актуальным и в 50-е, 60-е годы 19 столетия, потому что уже с начала 19 века начинают основывать равнинные населенные пункты. И, казалось бы, вот решение этой проблемы с землей, проблема в чем стояла? Мы в прошлых выпусках, например, об основании крепости Владикавказ, в выпуске о присоединении Осетии к России, подчеркивали острый земельный вопрос, который стоял в горах. То есть в горах населения было очень много. На 200 тысяч населения то количество земли, которое находилось в распоряжении осетин, оно было, конечно, очень маленьким. Осетины испытывали острый дефицит. И нужно было основывать населенные пункты на равнине. Казалось бы, вот формула. Вы испытываете дефицит в горах, вы основываете населенные пункты на равнине, все, проблема решена. Но не все так просто, потому что в Осетии еще стоял все-таки серьезно сословный вопрос. И вот как эти земли будут распределяться, об этом говорили и в 40-е, 50-е годы 19 столетия, и говорили тем более в реформенный период, 60-е, 70-е годы. Мне кажется, важно подсветить тот факт, что сословный вопрос стоял не как внутренний кризис самой Осетии. На тот момент кризиса пока-то и не было.
Кризис будет после реформ. А вопрос стоял как раз-таки в потребности отдельных сословий, наверное, себя уже проявить в другом качестве. И будущие реформы уже будут провоцировать некий кризис, который в итоге мы будем наблюдать. Но еще важно тоже сказать, что первичная равнина, вот так будем это называть, для осетин, она все-таки была средоточием области крепости Моздок, а не Владикавказ. Изначально это все-таки первая крепость в географических пределах Осетии. Она появилась раньше, чем Владикавказ. И справедливости ради, какая-то культурно-городская жизнь началась именно с той стороны. То есть со стороны крепости Моздок. И вся власть равнинная, она сосредоточена в Моздоке. Да, а только потом она переквалифицировалась в центр города Владикавказ. Уже со временем. Но опять же, это все ко второй половине 19 века. Мы обязательно должны с тобой разобрать сегодня вот этот вот маленький кризис, когда низшее сословие, то есть фарсаглак, на тот момент времени уже начинает предъявлять свои права, даже не так, посягать на статус алдара. И делает это в мысли того, что он имеет право и будет иметь права на земли, на свободу, такие же, как и аристократия. То есть, если бы не контекст российских реформ или российского вмешательства, этого бы кризиса не было? Я думаю, развитие Осетии, и Осетия это поймет сама, вот как я и сказал, оно было таким же линейным и таким же поступательным и без реформ. То есть однозначно можно сказать, что Осетия сама видела в себе какую-то возможность развития, в том числе социального, во всех смыслах. Вот. Ну, а реформаторская политика, она ведь должна была удовлетворить не только интересы разных классов Осетии или в целом населения. Это в первую очередь, конечно, интересы самой российской администрации, то есть третьего лица. И вот это тоже стало неким камнем преткновения, который создал условия вот этой вот ямы. Ну, яма тоже, наверное, не будем так грубо это называть, но опять же, когда полностью дробится сословная система, когда уже теряется понимание, кто теперь князь и кто теперь, опять же, подать, но это как минимум полностью разрушает всю сложившуюся структуру и концепцию самого общества. И приводит его в некое смятение, о котором будут заявлять авторы, вот Инал Кануков, да, который описывает и говорит, что горцы уже действительно не имеют, по сути, уверенности в завтрашнем дне. Они напуганы тем, что их лишают права на рабов, их лишают земли, которой они владеют. Ну, ты как представитель бадиляцкой фамилии, соответственно, высказываешь мысль знати. Ну, мысль знати, да. Тогда акцент ставили на интерес знати. Ну, на интерес знати. А если мы берем свободное население фарсаглагов, если мы берем тем более зависимое население, высказывали ли они эту неуверенность в завтрашнем дне? Или наоборот, они были свободны вот, в своих мыслях? Как покажет практика, их освобождение приведет к их же бедности. То есть разрушение какой-либо общественной структуры всегда приводит к кризису. Так или иначе, перед тем, как мы в подробностях начнем разбирать, что же там происходило среди алдарского и фарсаглакского класса, мы должны с тобой все-таки расставить приоритет в сторону именно земельного вопроса. И с него и открыть реформаторскую политику. Все проблемы вот этих споров насчет земли и сословий, по идее, решались комитетом Петра Петровича Нестерова. Ну, должны были решаться. Как показало время и практика, его комитет не справлялся с обязанностями урегулирования этого вопроса. И причем, кстати, это понимало как остинское общество, так и правительство. И тогда уже была сформирована новая комиссия во главе с бароном Ипполит Александрович Вревский, который возглавил эту самую комиссию. И она должна была решить этот земельно-сословный вопрос. Ацамаса, согласен ли ты с позицией, что российская администрация пыталась российские реалии перенести на Кавказ? Первое и самое главное замечание в этом вопросе – это то, что российское крепостничество, оно не касалось осетинского социального неравенства.
То есть русский крепостной не равно осетинский зависимый человек. Да, не равно осетинский холоп, давай вот так будем говорить. Вне зависимости от конкретной категории. Это не одно и то же, и Осетия не переживала тех кризисных обстоятельств, которые, в свою очередь, переживала Россия. И отвечая на этот вопрос, мне кажется, конечно, и само правительство понимало, что полностью наложить реалии России на реалии Осетии невозможно. Мы должны понимать, что и в Осетии этот процесс, он не мог быть моментальным. То есть это очень долгий процесс, который, по сути, должен реорганизовать структуру общества. А быстро такое произойти не может. Так вот, возвращаясь к земельной реформе. Каким образом комиссия Вревского должна была как бы удовлетворить интерес и фарсаглакского класса, и алдарского класса? Давай раскроем для зрителей в первую очередь, кто такие фарсаглоги и вообще какие сословия у нас были в Осетии на момент середины 60-х годов 19-го столетия. У нас, естественно, присутствовал класс землевладельцев в большей части Осетии. Это алдары, в первую очередь, представляемые тагаурское общество. В дигорских обществах это бадилята. Фарсаглоги – это у нас свободное население. То есть, которые не дотягивают до алдаров и не могут называться зависимыми. Еще в 20-е, 30-е, 40-е, 50-е годы 19 столетия фарсаглоги начали претендовать, уже потихоньку претендовать на статус алдаров, потому что на равнине происходит распределение, межевание земель, и вот, соответственно, фарсаглоги задаются вопросом, ну, мы вообще-то зависимые, нам тоже какие-то земли должны достаться. Если нам достаются какие-то земли, давайте, получается, мы имеем какую-то власть. И вот к 60-м годам, когда в Осетии сначала назревает, а потом уже осуществляется земельная реформа, у российской администрации серьезный вопрос, как пойти на компромисс, то есть соблюсти интересы и алдарского населения, и, соответственно, населения свободного, вот, фарсаглогов. И с помощью разных реформ это осуществляется. Один из путей решения, который комитет избрал, это создание отдельных фарсаглогских населенных пунктов и, соответственно, населенных пунктов алдарских. В фарсаглогских населенных пунктах проживало только свободное население. В тех населенных пунктах, которые, по идее, принадлежали алдарам, проживали алдары и, соответственно, зависимое им население. Да, вот это тоже важное замечание. В Осетии, помимо алдаров и фарсаглогов, проживало еще и зависимое население. Ну, это кавдасарды, это кушаги, и, ну, соответственно, если мы берем сторону Западной Осетии, дигорское общество, это у нас кумаяги. Такой путь избрал комитет Вревского. Да, и если мы уже комментируем этот вопрос, по которому, кстати, снят отдельный выпуск касаемо социальной стратификации осетинского общества, мы также должны сказать, что эти поселения появлялись также по религиозному признаку. То есть они, по сути, носили характер конфессиональных поселений. Если мы берем всю Горную Осетию со всеми ее обществами, мы должны понимать, что как таковую аристократию мы можем представить в основном как сильную аристократию только в двух обществах. Это дигорское и это тагаурское. Знать, конечно, была и в Куртатинском, и в Алагирском обществе. Но там этот вопрос как будто решался полегче. Да, и она для России ощутимо, там было меньше оппозиции. Так как вот этот вот алдарский костяк, он был послабее, чем в вышеозвученных обществах. И да, с одной стороны, бадилята аристократия, это дигорское общество, с другой стороны, мы говорим про тагаурскую аристократию, алдарскую, которая действительно составила очень серьезную оппозицию в вопросе тех решений, которые Российская империя пытается внедрить в осетинское общество. Ну вот снова, да, появляется селение по конфессиональному признаку, то есть религиозному, и мы сразу понимаем, что это на руку обеим сторонам. Тут фарсаглогское сословие, оно как бы продолжает вскармливать свою амбицию к аристократизации, а при этом как угодить тогда, скажем, тому населению, которое всегда считалось господствующим. А кто-то им пытался угодить, если мы берем российскую администрацию? Да, у администрации была, конечно, установка со всех сторон, получается, создать условия, которые как бы должны были удовлетворять всю Осетию. Каким образом? Если теперь на все поселение фарсаглогов, им же дается равнинная земля, условно, вот, и дается надел земли.
И этот надел они делят между собой уже самостоятельно. Но он уступал тем участкам земли, тем наделам, которые выделялись именно алдарским фамилиям. И уступал на самом деле ощутимо. 28 сотен тысяч десятин земли. И, опять же, это большая часть той равнинной земли, которая там была. Это по сравнению с тем, что остается условно простому свободному населению, но это очень мало получалось. И тем не менее, таким образом пытаются как бы задобрить. Одним дают поселения, как бы отдельные от, скажем, тех самых господ, другим дают возможность свои наделы как бы иметь в большем количестве. Ну хорошо, вот ты приводишь пример Западной Осетии. Возьмем пример Тагаурии. Ты говоришь о том, что пытались угодить и всем, и свободному, и зависимому населению, и, соответственно, классу алдаров. Берем пример Тагаурии. Как с ними пытались решить этот вопрос? Выделить земли за пределами Осетии? Ну, это же не называется угодить. Когда вводились более решительные меры по реформаторской политики. Почему? Потому что это основной стержень общества. Он оказывает большее сопротивление. И он оказывает влияние и на все население. И, как ни странно, в моменте, да, российская администрация пришла к выводу, что легче, наверное, даже избавиться от неспокойных горцев. Да? Опять же, вот выражение «неспокойный горец». Поэтому, да, когда речь идет о, допустим, политике главы Терской области Михаил Орис Меликов, который занимался вопросами также связанными с распределением земли и удовлетворением запросов горцев, вот он предлагал следующие условия. Если какой-либо алдарский род недоволен распределением земли, он предлагал ему переехать в Кубанскую область. И там, конечно, давался определенный надел земли, но по понятным причинам тагаурские алдары ответили категорическим отказом. Но задача была как бы уже тогда очень простой, чтобы вот эта вот часть неспокойного населения, верхов, она как бы покинула территорию Осетии. И это упростило для администрации процесс унификации населения самой Осетии. Но тут снова есть очень важное обстоятельство. Именно эти самые аристократы, то есть алдары, они были вынуждены потерпеть лишения. Потому что под предлогом, точнее со своим предложением, он пошел дальше, Орис Меликов. Он начал заселять в их поселения новых сельчан. Он начал сокращать наделы, которые выделялись на алдарские сословия. И таким образом как бы укорачивал, скажем так, их владения. Ну и их, будем говорить, положение. И таким образом он создавал условия, при которых хотел, чтобы горцы, аристократия покидала земли. В будущем мы поймем, что эта практика отчасти увенчалась успехом, и связано это будет уже с политикой мухаджирства. Мы про мухаджирство также говорили. Одна из причин мухаджирства – это то неспокойное время в период 60-х годов 19-го столетия, которое было связано с изменениями. Теми изменениями, к которым население было не готово. Слушай, ну если мы же берем Осетию, Кавказ, любую российскую территорию в рамках российского контекста и российских реформ, кто в России, вот в Российской империи на протяжении многих десятилетий говорили о земельной реформе, о судебной реформе, о ликвидации крепостного права, кто там был готов в 60-е, 70-е годы? Там же так или иначе возникал вопрос – зачем нам это? Что будет завтра? Потому что, несмотря на то, что план как таковой был, все равно это происходило не всегда корректно. И, естественно, как обычное население, так и население дворянское в России, оно задавало вопрос, что будет завтра? Так что это не только остинский феномен, это феномен всероссийский. Ну и все равно, мы же все равно отличаемся. Ну, отличаемся в плане того развития и тех событий, это да. Тех событий, которые происходили в самой Осетии. И все-таки, опять же, важно подчеркнуть, что процессы у нас во многом похожи, но условия разные. И сама Осетия прекрасно понимала, что у нее есть своя стезя развития, и она может происходить без участия третьих лиц. Ну, понимала или нет, обстоятельства были уже сложены таким образом, что администрация преследовала свои цели. Унификация населения для должного администрирования. Это упрощало процессы все.
И, как следствие, это, конечно же, урегулирование всех тех проблем, которые происходили в процессе унификации населения Осетии. Поэтому земельная реформа 1865 года, она, конечно, внесла серьезные изменения в быт Осетии. И эти изменения, как минимум, они были очевидны. Но она была не единственной. Мы говорим про положение 1867 года, подписанное императором Александром. Мы должны понимать, что это положение уже полностью меняет сословную часть жизни всего осетинского общества. То есть теперь освобождается все зависимое население. То есть буквально освобождается. У них появляется возможность выкупа. Причем, кстати, расценки зависят от... Как это звучит? Расценки. Ну да, расценки, они зависят от возрастной категории. То есть от года до 15 лет выкуп идет за 8 рублей. От 15 до 50 лет 180 рублей. Ну, с учетом выплаты повинности еще в течение 6 лет. А уже люди в возрасте 50, если мы говорим мужчины, и 45, если мы говорим женщины, достигшие 45, они освобождаются бесплатно. То есть также под это положение попадает категория номуш, то есть вторых жен. Теперь с выходом этого положения официально запрещается заводить так называемых именных жен. Ну и все известные зависимые части населения, кавдесарды, Хушаги, кумаяги. да, каких приравнивали к холопам, они теперь становятся свободными. Однако, если мы возьмем все-таки реалии Российской империи, реалии Осетии, ну да, сценарий хороший. Накопить деньги, выкупить себя и начать свободную жизнь. Особенно таких примеров много, если мы возьмем российскую историю. В Осетии их, к сожалению, поменьше, но тем не менее есть. В большей части случаев, как оказывалось, крестьянин какое-то время копит деньги, ресурсы для того, чтобы выкупить себя. Выкупает, и ситуация оказывается еще более неблагоприятной для него. То есть у него заканчиваются деньги для существования, и он начинает себя искать в обществе. Он понимает, что в условиях феодального общества, которое тогда еще было в Осетии... Было, есть и долгое время будут сохраняться его пережитки. То есть это правда. Просто, по сути, ликвидация социальной ниши происходит. Да, и ему тяжело найти себя. Соответственно, немало таких случаев, что крестьянин после того, как выкупал себя, он возвращался к своему же хозяину. Естественно, уже не на таких условиях, как раньше. То есть положение его ухудшалось. Вот это большая часть примеров. Немаловажно также сказать, что всякие попытки аристократии вернуть свое положение или как бы заверить администрацию в том, что они нуждаются, это необходимо для существования Осетии, их привилегии, они тоже не закончились для нашей аристократии ничем плодотворным. То есть вот даже есть интересный случай, вот как раз-таки, когда приезжал в Владикавказ Михаил Федорович, известный наместник Кавказа, вот он, к нему обращалась как аристократия с простой просьбой, чтобы вернуть те наделы земли, которые у них забрали. Кстати, он удовлетворил тогда запрос знати и попробовал решить как бы этот вопрос, но вскоре Лорис Меликов именно это видел для себя угрозой и по этой простой причине лишил их повинности. Будет справедливо, если мы от обсуждения вопроса земельного, социального перейдем к реформированию судебной системы. Вот в Осетии вопрос судебной системы тоже стоял довольно остро. Судебная система в Осетии в дореформенную эпоху, если мы берем эпоху 17-18, еще начало 19 столетия, представляет из себя что? Представляет из себя нахаши, на которых расследовались мелкие дела, ну и, соответственно, представляет из себя тархоны. Вот Верховный суд в Горной Осетии тогда располагался в Валаджире, есть конкретно селение Дагом. В Дагом ездили даже представители соседних народов, потому что справедливостью отличался суд. Но затем происходит уже в XIX веке интеграция Осетии в российские реалии, в российское общество, в российскую гражданственность. Соответственно, российские суды, в которых свои дела решает и местное осетинское население. Вот в 40-е годы такой суд появляется
в Осетии. И, соответственно, с каждым годом все больше и больше дел начинает расследоваться в этом суде. Возьмем уже 60-е годы. Какие особенности имеет в Осетии судебная реформа и как судебная система ложилась на осетинские реалии? Во-первых, нужно сказать то, что население Осетии было многоконфессиональным. Мы уже в рамках этого выпуска это не раз подчеркивали. Было и осетинское население, и, соответственно, было население мусульманское. И, соответственно, в Осетии, например, дуалистическая судебная система в какой-то момент возникает. То есть есть суд, в котором расследуются дела, к которым отношение имеет православное население. Да, православное население и русские, и казаки были, но в том числе и уже большая часть Осетии. И, соответственно, остаются также суды, так называемые словесные, где расследуется все по законам кавказским, то есть адатам, и по законам шариата. Соответственно, можно назвать эти суды мусульманскими. В дальнейшем, когда некоторые реформы, касающиеся судебной системы, только усиливаются в Осетии, вот дуалистическая система судопроизводства, она исчезает. И, соответственно, единые суды для всех остаются. И, наверное, важно также выделить, вот ты привел пример не просто реформы, ты привел пример реформы, которая была в России, но она повлияла на то судопроизводство, которое было в Осетии. Однако это не внутренняя реформа Осетии. То есть вот тоже важно, у нас были свои реформы, и все-таки вторая половина 19 столетия – это тема именно внутренних реформ, которые проводились для самой Осетии. Но судебная реформа – это как раз-таки пример тех изменений, которые Россия внедряла сначала на территорию, опять же, своей центральной части, а уже потом это будет касаться каких-то ее частей. Ну, в том числе Кавказ, в том числе Северная Осетия, в лице города Владикавказ. Уже к концу обсуждения темы, наверное, хочется подвести итоги тех решений, которые повлияли на историю Осетии и, можно сказать, поменяли вектор ее развития. Первое, как оно было озвучено и в самом выпуске, это, конечно же, земельная реформа 1965 года. Опять же, тезисно и все понятно. Поделили население. Вот на время дает некое спокойствие или некий баланс. Далее уже идет решение 1967 года, положение, которое освобождает всю часть зависимого населения Осетии. Ну и, наконец, решение, то есть даже не так, итоги, которые описывают Осетию к концу этих самых реформ. Как минимум юридически уже достаточно унифицированный регион для внедрения его в систему российской администрации. Но справедливости ради стоит сказать, что все, что произошло, стало хорошим фундаментом для развития Осетии, развития ее экономики, подъема промышленности, формирования новой общественной мысли. Мы говорим про формирование нашей интеллигенции. Да, мы уже можем сказать, что к концу 19 столетия Осетия включена в состав регионов со своей интеллигенцией, которая ярко выражает общественную мысль и способна ее отстаивать. И развитие тех социальных норм, которые будут вводиться в рамках уже новой жизни для нашего региона. Что ж, спасибо за внимание. С вами был Абисалов Ацамас и Рустам Хадаев. Ну и подкаст «Ход истории». Всем спасибо и до скорых встреч.